Боль в шее, напряжение мышц шеи, напряжение мышц в районе лопаток, боль в районе лопаток. Знакомо? Смотри разбор пациентки, молодая девушка, у которой есть такие жалобы. И эти жалобы длительные. То есть она помнит эти жалобы еще в детстве. Какова причина этого состояния? То есть у нее есть некоторое объяснение. Это связано с тем, что там есть нестабильность в шейном отделе, и это все объясняет. Но какова причина нестабильности в шейном отделе? Смотри этот разбор. Меня зовут Атякшев Александр, я врач-остеопат, специалист метода PDTR. Приглашаю посмотреть на реальный разбор такой пациентки. Так, итак, у нас пациентка Даша. Что беспокоит вас? Что-то беспокоит? Наверное, основная моя проблема – это шея. Шея? Да. Это боль, дискомфорт? Что это? Напряжение большое всегда, а от нее идет напряжение на спину. Ну, то есть вот это вот место, Вот здесь. оно болит, и оно напряжено. В районе лопаток? Да. С одной стороны, с двух? С двух. С двух сторон. Проблемы с... Животом? Да, в области живота. Что это? Боль, дискомфорт? Дискомфорт. Не боль, дискомфорт такой, периодический. Периодический дискомфорт. И колено падало. Была травма колена. Да. Оно болит? Периодически. Хорошо. Какая вот проблема для вас самая важная? Шея? Шея. Шея, спина. Как давно она? Ну, вообще, это с самого детства. С самого детства? Да, случилось. Про шейные позвонки. Из-за этого у меня стало очень сильно падать зрение. Так. Из-за шейных позвонков. С этим мы ничего в свое время сделать не смогли. Кто-то вам сказал, что это что-то была проблема какая-то шейная позвонка? Да. Это кто, невролог вам сказал? Или... На снимке, да. Не знаю, как врач правильно называется. На снимке Там была нестабильность или что? Не знаете там? Там вот, например, если два диска, Да. то они как-то вот сильно-сильно перетирались. Так. И из-за этого падает зрение. И мне сказали, что эту проблему, то есть они никак не могут обратно эти диски вставить. Ну, я не знаю, как это объяснить. Хорошо. То есть эту проблему никак, она нерешаема. Нерешаемо. То есть мне сказали с этим жить. Я с этим живу. Отлично. Мы как раз занимаемся решением нерешаемых проблем. Да, это к нам. Это к нам. Нерешаемая проблема – это наш профиль. Так, хорошо. То есть с детства была какой-то дискомфорт постоянно в шее, да? Да. И он до сих пор остается. Когда-то он может быть сильнее, слабее, потом после нагрузки, например, руками что-нибудь поделать, сильнее. Есть такое? Я ходила до этого тоже к терапевту Так. на массаж, и мы боль в шее убрали. Так. То есть сейчас прям шея сама, она не болит. Сейчас именно, я думаю, что из-за нее болит спина, вот это вот напряжение. А терапевт что-то вам сделал? Манипуляцию, да? Нет. Нет, это был Просто такой какой-то нежный, бережный массаж, скажем так. Массаж. Это был остеопат? Нет. Нет. Просто массаж, да, такой бережный, но как расслабил, наверное, вот эти вот. Ага. То есть нет напряжения сейчас в шее. Напряжение в шее. Это было когда массаж? Назад? Сколько времени? В течение года, наверное, год назад. Ну, год. Это хороший результат. Хороший массажист. Просто она может вернуться. Ну, то есть проблема все равно осталась. Есть какая-то проблема, которая возникла когда-то, которая привела к набору следствий. С этими следствиями можно работать. Можно их размять, станет лучше. И через какое-то время раз опять снова возвращается. Поэтому пациенты часто ходят к специалисту, который им помогает. И ходят регулярно. Типа, пришли. То есть у вас, если сейчас заболит шея, вы же опять идете к этому массажисту? Да. Логично. Он же помог? Помог. Хорошо. Попытаемся найти что-то, что тогда случилось, что запустило эту историю. То есть вот идея наша такая, стратегия наша немножко будет такая. Готовы? Как-то грустно. Как-то и стало грустно после того. Я настраиваюсь. Где, что? Да, готова. Вы волнуетесь? Да. Все нормально? Я волнуюсь. Волнуюсь. Хорошо. Это надо сказать, что волнуюсь. Мы будем аккуратно. Если что-то, дискомфорт какой-то, вы сразу говорите. Ладно? Не тут. На камеру вообще не обращайте внимания, как-то ее нет. Мы просто с вами общаемся. Хорошо. Так, значит, начнем с тестирования, да? А рубцы какие-то есть у вас? Операции? Вот. Это что такое? Это было в детстве, я так понимаю, очень сильно болела чем-то. Да. Мне вырезали гланды. То есть тут была какая-то операция? Да. Хорошо, какая-то операция. А в детстве это сколько было лет? Года, наверное, даже не было. Даже года. Мы сразу думаем, что это, возможно, связанная штука с этим вашим дискомфортом. Сейчас мы попытаемся это объяснить. В принципе, смотрите, мы еще не начали тестировать. Мы просто хорошо поговорили с пациентом, выяснили набор жалоб, когда они возникли.
нашли какую-то травматическую историю, когда она возникла, и мы уже на этом этапе предположили, что они могут быть связаны. И это очень часто совпадает. Да ведь? Совпадает. И мы сейчас будем подтверждать или опровергать, связано это или нет. Вставайте, будем тестировать. Шаг вперед, шаг вперед. Угу. Так, значит, мы будем вас тестировать следующим образом. Ножки вместе. Я буду вас пытаться как бы чуть-чуть уронить. То есть я здесь буду фиксировать, буду уронить ваш корпус, пытаться. А здесь буду толкать, а вы сопротивляетесь. Просто удерживаете равновесие, держим. Держим. Хорошо. Держит. Сюда вообще не держит. Да? Чувствуете? Вообще не держит. Ну, просто тут одним пальчиком. Да. Чувствуете? Да. А сюда как бы держит. Тут я прям всей рукой толкаю. Мы можем сразу проверить, связано это в ее падении с этим рубчиком. Положите так на рубец вот сюда. И снова проверяем. Держим. И, конечно же, оно связано. По-другому? Да. Отлично. Хорошо, садимся. Садимся. Мы, значит, такими общими тестами, эти тесты хорошо использовать для такого скрининга. Мы как бы что-то посмотрели, привязали. То есть у нас сначала гипотеза возникла одна, потом посмотрели в положении стоя. Сейчас мы посмотрим другие мышцы, какие еще работают и не работают. И мы как бы будем каждый раз подтверждать свою какую-то гипотезу или опровергать ее. Ложитесь на спину. Вы уже меньше волнуетесь? Ну так. Пока так же, да? Хорошо. Я буду толкать вниз эту ножку, вы сопротивляетесь. Просто удерживаете ножку в этом положении. Хорошо? Держим. Держит. Гипертонус. Возможно, из-за того, что пациентка немножко волнуется. У нее вместо гипотонии гипертонус. Держим. Еще раз. Держим. Тут слабеет. Если ручка нормальная, одна. Все остальное не очень. Мы можем сразу же проверить, это глобальный ответ. Но связан с этим не глобальный, а такой полуглобальный. Сюда положите на рубчик. Согнуть ножку. Держим. Сильная мышца. Выключается. Гипертонус уходит. Держим. Возникает слабость. Не так сильно давите, вы прям совсем сильно давите. Вот так чуть-чуть. Держим. Возникает слабость. Держим. Тут возникает. Держим. Держите. Слабость. Не все сходится. То есть у нас с этого рубца что-то улучшается, но не все. Не так идеально, как я думал. Но мы найдем все равно. Я буду сейчас делать вот такое движение, а вы удерживаете ножки в этом положении. Это мы тестируем мышцы поясницы. Хорошо? Сообразили как? Да. Держим. Еще раз. Не работает. Снова сюда кнопочка. Держим. Включается, да? Это у нас там зона компенсации. Значит, у нас мышцы ассоциированы с первичной. Это мышцы ассоциированы со вторичной. И там зона вторичная, скорее всего. Мы сейчас посмотрим, кто там живет. Я возьму вот эту мышцу, ассоциированную с первичной. Так, я Держу. Она гипертоничная. Это противоположность ему. Короче, нам не подходит этот вариант. Мы пойдем другим путем. Пойдем через вторичную. Давайте будем переводом в базу просто. Сильно сложно для YouTube. Сопротивляемся. Держим. Включилась. Норматонус. Держим. Сопротивляемся. изо всех сил? Ну, это изо всех? Или это... Да, изо всех. Это изо всех. Теперь тонус. Держим. Да, не сработало. Делаем другое. Держим.
Мы просто пытаемся сейчас перебором подобрать какой-то стимул, да, который нам поможет нормализовать тонус. Держу. Лечение. Мы нашли два проводящих пути, которые возбудились в момент травматизации именно этого места. В ответ на это воздействие возникло некое изменение тонуса, то есть оборонительная реакция, которая проявила себя изменением тонуса. Какая-то часть мышц выключилась и не работает, то есть снизился тонус. И мы сейчас это уберем. И это приводит к чему? К тому, что у нее не работают какие-то мышцы, возможно, телефон в воду бросай. Так, на чем я остановился? На том, что у нас... Расслабьтесь, все хорошо. Я просто рассказываю какую-то историю. Вы просто отдыхайте. У нас была какая-то травматизация этой области до года. В ответ на это возникла оборонительная реакция, которая до сих пор сохраняется. Вот эта жалоба по поводу шеи и спины, она будет до сих пор, она до сих пор есть и будет оставаться. Даже если вам массаж тут сделали, расслабили мышцу гипертоничную, стало лучше. Вам будет лучше, реально, на год, может быть, на 2. Но как только вы нагрузите определенные зоны, оно опять вернется. Ну или когда система догрузится, то есть, например, ковид, например, эмоция какая-то, там, эмоциональный какой-то сильный стресс, когнитивный стресс, я не знаю, там, подготовка к экзамену, да, хоп. То есть то, что потребует ресурса, система начинает, она говорит, так, теперь мне не хватает ресурса, чтобы компенсировать вот эту штуку. И она снова начнет болеть. Если мы все правильно сделали, тогда мы нормализуем сейчас тонус. Держу. Неправильно сделали. Держу. Нет. Все в порядке у вас или нет? Или вы волнуетесь? Ну так, меньше. Меньше, да? Хорошо. Согнуть. Держу. Держу. Да. Норма тонус. Проверяем здесь. Держу. Держу. И не нравится эта нога все равно. Там что-то еще тазобедренчество. Тут была травма колена, да. То есть тут тонус есть, но я понимаю, что если я буду догружать эту ногу, она поплывет. Держи ручку. Сопротивляемся. Слабость. Нормализация. Давай посмотрим, что будет стоя. Не очень мы привязались, конечно, к жалобе. Хорошо, все нормально? Да. Ножки вместе. Снова буду вас толкать. Угу. Помните, мы толкали? Да. Держу. Лучше? Да. Отлично. Держу. Лучше. Хорошо. Теперь ложитесь снова на спинку. Сейчас перейду в режим. Мне не понравилось колено, я чуть-чуть с этим коленом поработаю. Очень классный тест, который выглядит как? У нас есть тестирование вот этой прямой мышцы бедра. Держите. Она как бы держит. Я протестирую ту же самую мышцу, но как экстензор колена. Тут я тестирую как флексор бедра, а тут я тестирую как экстензор колена. Я буду вниз давить, вы сопротивляетесь. Угу. Держу. И она тоже держит. А теперь я сделаю две функции. Я буду тестировать как экстензор бедра, колена и как флексор бедра. Я буду делать здесь движение и здесь. Господи. Сложно? Да. Соберитесь. Поехали, держим. Такая слабость. Сложно держать. Может, так и должно быть. Ну-ка, давайте здесь. То же самое здесь. Я буду вниз давить и вот сюда. Сопротивляйтесь. Тут держит хорошо. Да, согласны? Тут легче. Да. То есть у нас есть проблема в коленном суставе. Это то, что я чувствую просто при тестировании. Раз протестировал, 2, 3, я чувствую, что она начинает сдаваться, эта мышца. И это значит что? Это значит, что когда она пойдет в зал, например, приседать, она будет приседать на 2 ноги, а эта нога раньше устанет. Она раньше заболит, то есть будет раньше выключаться. Это будет более выносливое, это менее выносливое. Или она будет делать упражнение, например, на эту прямую мышцу. На эту прямую мышцу здесь она сделает 20 сокращений, и будет нормально. А здесь она сделает 15 сокращений, уже будет ой-ой-ой. Там. Все у них разные функциональности. Тогда тут было просто падение на колено или что-то там, какое-то сложное падение. Просто это удар вот так. Ударом, да, вот так на асфальт коленом.
Коленная чашечка на асфальт. Да. Сейчас мы это полечим. Сразу же. Держу ножку. Я буду вниз. Я буду делать опять это движение и вот это движение. Хорошо? Сопротивляюсь. Нет. Это не это. Да, это просто болевой рецептор на коже. Я думаю, что это коленная чашечка, здесь на коже что-то есть. Можно вашу ручку. Держите. Глазки посмотрите вот сюда. Теперь прямо. Держит. 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 Лечение. Смотрим на коленочку. Проверяем снова. Мы полечили болевой рецептор в месте, где она стукнулась. Теперь прямо смотрите. Я буду давить снова здесь вниз, и здесь вниз. Помните, да? Наш сложный маневр. Держим. Легче сейчас? Да. Да, легче. Таким образом мы полечили причину слабости мышц коленного сустава. Причем это достаточно компенсированный коленный сустав. Но со временем он может быть хуже, если она получит еще какую-то травматизацию, если она будет его нагружать сильно. Этот сустав не будет не так работать, как нужно. В общем, он будет изнашиваться. Лучше его полечить и убрать это. Мы сейчас проверим еще разные связочки. Держите. Я просто нагружаю связки коленного сустава, проверяю, все ли они в порядке. Мы нашли где-то место, которое больно, и там связка, дисфункция. Одиночную стену держим. Двойную стену. Это вторичная связка. Сейчас найдем. Так, что у нас была слабость при этом движении. Ножку выпрямляю и удерживаю. Я буду вниз сопротивляться прямую ножку. Да, хорошо, выключилась. И мы снова смотрим, как где было больно. И чуть больно. Меньше. Очень больно. Мы молодцы. Тут у нас зрители сидят в зрительном зале, и нам тут что-то подсказывают еще. Раз, держим. Мы можем дальше уже нагружать, например, регион шеи, проглотить, подвинуть здесь связки, поискать что-то локальное, если там есть жалоба какая-то. В принципе, можем и оставить и так. Теперь надо полечить все-таки шею. Да, мы-то про шею. Мы не совсем привязали ее, вот этот рубец к шее, мы привязали ее к глобальному состоянию, но мы сейчас посмотрим дополнительно шею. Садитесь. Там, скорее всего, будет фиксация, которую мы тоже полечим. Так, ну что, как дела? Нормально? Да, Устали классно. еще? Классно? Нет, легко так стало. Легко стало? Да. То что-то поменялось? Ну да. А где легко стало? В шее? В ногах. В ногах? В ногах? В ногах. Ага. Возможно, не прям совсем легко, но намного легче в спине. Намного легче в спине. Отлично. Нам нужно, чтобы прям совсем стало хорошо. Мы будем продолжать. Смотрите, мы сейчас потестируем еще мышцы, связанные с позвоночником. Некоторые. Посмотрим, как они работают. У нас кто-то ползает. Ручка сюда. Держите, я буду вниз, да и вы сопротивляетесь. Хорошо. Опускаем. Теперь вот так сделайте сюда ручку. Я буду давить вот сюда вперед, вы сопротивляетесь. Слабость. У нас есть слабость большой крупной мышцы. Посмотрим, с двух сторон ли она. Держу. Слабость, да. И это то, что может создавать боль, на которую она жалуется. Смотрите, мы убрали проблему, и стало лучше. Но еще что-то остается в районе позвоночника. Это тоже лучше убрать, чтобы... Так, мы посмотрим так. Держите вот так. Раз, два, держу. Да, вроде
приоритетный. Мы посмотрим еще некоторые мышцы ассоциированные. Я буду вверх вот так, а вы так удерживаете. Тут работает. Теперь нужно посмотреть подколенную мышцу и ягодичную. Посмотрим это стоя. Вставайте. Смотрите, сделайте ножки так вот на ширине плеч. Да, я вас буду вот так толкать вперед, и вы просто удерживаетесь. Смотрите прямо. Держите, сопротивляемся. Держите, так и протестировал ягодичную мышцу. Теперь мы посмотрим подколенную ножки вместе. Ну, не вместе, но вот так рядышком. Ага. Я вас буду толкать. Удерживаем коленочку, буду толкать вперед. Да, тут у нас не держит. Сопротивляемся. Не держит. Но тут может быть и проблема с грудного отдела. Я чуть ниже спущусь. Сопротивляемся. Не держит все равно. Сопротивляемся. Да, положите. Я проглажу сейчас эту зону. Сопротивляемся. Да, садитесь. То есть у нас есть еще здесь фиксация позвоночника, которую тоже мы можем полечить и станет еще лучше. Хотите же вы, да, чтобы мы полечили их? Здесь я буду тихонечко давить, аккуратненько. Чуть-чуть вот так. Верхнешейный отдел. И вот здесь. И рефлекс. Хорошо, проверяем снова у нас. Какая у нас ломит? Да. Снова вот так держим. Сопротивляемся. Сейчас легче, да, держать ручку? Да. Включились мышцы, которые будут делать вот это. Которые будут выпрямлять ее спину. Сейчас смотрите, как дела. Сейчас, надо сказать, еще лучше стало. Еще лучше стало. Не, а реально? Ну, реально. Реально? Ну, стало легко держать вот так спину. Ну, то есть вот так не проблема теперь? Нет. Да. Не проблема. Сейчас еще проверим стабилизацию лопаток. Сопротивляйтесь. Да, хорошо. В принципе, можно эту пациентку отпустить. Животик, дискомфорт. Ну, я его прям чувствую. Как часто у вас бывает дискомфорт в животе? Не прям часто. Но периодически. Не прям часто. Мы эту проблему оставим другому нашему специалисту, который мне тут подскажет, что надо посидеть, полечить. Ложись, ладно, я посмотрю на спинку снова. Ложись, согни ножку, держи. Я сейчас очень быстро проверю живот. Я поглажу живот. Я нагружаю какие-то структуры живота. Тестирую мышцу. Я поцарапаю живот. Держу. Возникает слабость. Сейчас посмотрим, где. Держу. Желудок. Желудок. Слабость. Держу. Сила. Сколько у нас ушло секунд на поиск дисфункции? То есть здесь есть проблема с животом, которая не сильно большая, да? Не такая, чтобы идти к гастроэнтерологу, там, еще что-то. Но при определенной нагрузке возникает, то есть когда связки вот в левой подвздошной области растягиваются, возникает дискомфорт, который можно убрать. Я сейчас это и сделаю. Пациентка сморщила лоб. Больно было, да? Нет, просто непонятно. Сейчас что происходит? Держу. Я снова проверю желудок. Держу. Все. Мы полечили очень быстро какую-то функциональную проблему здесь. Конечно, если там по-хорошему можно еще сделать несколько провокаций разных. Если бы была жалоба сильно большая, пациент пришел конкретно с шеей и со спиной. Если мы здесь решим, то тоже станет лучше, но пациент говорит, мне нужно, чтобы здесь разобрались. Здесь не решите. Я специально спрашивал, где вам важнее всего. Тогда она придет ко мне второй раз, третий раз, и мы можем это уже лечить. Если я буду лечить сейчас живот, а там останется, я молодец, я полечил живот, я же красавчик, а шея остается. Пациент скажет, а у меня тут как болело, так и болит, доктор, я к вам больше не пойду. Вам понравилось? Да. Хорошо, садитесь. Давайте оценим, как ваше состояние. Ну,
Чувствуется большая легкость. Намного легче стала себя чувствовать. Спина, кстати, реально легко стала. Класс. А вы не удивляетесь? Легкость в ногах. Да. Ну, то есть такое ощущение готова парить. Вот. Это Ресурсное часто, состояние. да, это часто пациенты, у которых нагружена система, не хватает ресурса там для каких-то таких, для того, чтобы полюбоваться красотой этого мира. Потому что она загружена. Мы разгружаем систему, она говорит: о, класс, мышцы работают, можно отвлечься на что-то. Это вот ресурсное, да, состояние. Она сейчас будет хотеть совершать подвиги, что-нибудь сделать, перемоет дома всю посуду, что-то вот такое будет. Сейчас будет такое. Через неделю она к этому состоянию привыкнет и скажет: сейчас нормально. То есть это будет некое ее базовое, хорошее рабочее состояние. Окей? Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Итак, подведем итог. Наша пациентка, у которой были жалобы в районе шеи и в районе лопаток, боли и дискомфорт, напряжение в течение всей жизни. Всей жизни. Это нам о чем говорит? О том, что проблема где-то была там, да, в самом начале ее жизни. И мы искали именно это. Мы увидели, что просто собрав анамнез корректно, мы можем предположить зону проблемы, которая создает вот эту ее жалобу. Просто по анамнезу. А дальше мы подтверждаем свою гипотезу, которая возникла на этом этапе, тем, что мы тестируем и проверяем, связано это или не связано с этой зоной. Мы находим какой-то возбужденный рецептор, пролечиваем эту зону и смотрим, что меняется. В ее случае поменялся тонус многих мышц, она почувствовала облегчение, и мы дальше уже продолжили работу с позвоночником, с ее основной жалобой. Убрали фиксацию позвоночника в грудном отделе. Это сделало ее осанку еще лучше и стало еще легче удерживать плечи. Дальше мы поработали с коленным суставом, в котором не было прямо сильно жалоб много, но там он когда-то ее проявлял. И поработали с животом. Мы за один сеанс решили 3 проблемы. Одна очень сильная и для нее очень важная, и 2 проблемы, которые менее важные, но поскольку у нас было время, мы успели это сделать за один сеанс. Мы за один сеанс можем много убирать проблем одновременно, и это метод PDTR. Если тебе понравилась логика нашего разбора, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео, и пиши комментарии и вопросы под видео. Я буду на них отвечать, и это очень важно для продвижения нашего канала и очень важно для того, чтобы мы создавали контент интересный вам. Пиши вопросы, пиши, что ты хочешь посмотреть, и я буду снимать видео, те, которые тебе нужно. Тебе большое спасибо за то, что ты посмотрел это видео до конца, за то, что ты поставил этот лайк. Отдельное спасибо. Если ты хочешь научиться точно так же работать, разбираться с пациентами и лечить причину, а не работать со следствиями, приходи обучаться методу PDTR в нашу школу PDTR. Ссылка в описании. Переходи по ней, знакомься, записывайся на обучение. У нас стартует группа в Москве и в Казани. Ты можешь успеть. За 1 год, всего за 1 год, ты станешь специалистом. Ты получишь такой инструмент в руки, с помощью которого ты будешь находить причины, а не лечить следствие. И твои пациенты начнут получать эффекты после 1-го или 2-го сеанса, а ты начнешь получать удовольствие от работы. Это метод PDTR. Если ты хочешь просто попробовать познакомиться с нашей школой, у нас есть однодневный мастер-класс, на который ты можешь прийти. Он недорогой, он совсем дешевый. Его задача познакомить вас с миром PDTR, с логикой метода PDTR и с простыми, легко воспроизводимыми тестами, которые ты можешь прямо сразу взять в руки и на следующий день уже начать применять. Все, кто на этом мастер-классе присутствует, находят друг у друга приоритетную дисфункцию, с которой все запускается. Они сами находят. Мы ее лечим. Вы мало того, что получите инструменты, вы еще получите лечение. И познакомитесь со школой PDTR. Ссылка в описании. Приходи. Никто еще, кто у нас обучался, не пожалел. С вами был Атякшев Александр. До новых видео. До новых встреч.